Детей, нуждающихся в помощи коррекционных учреждений, принято называть особенными, поскольку они требуют большего внимания. Имея статус инвалида, как правило, им трудно адаптироваться к жизни в обществе. Но практика показывает, что если ребенку вовремя оказать соответствующую помощь, многих проблем можно избежать. Необходимую поддержку наряду с родительской любовью оказывают реабилитационные центры для детей с ограниченными физическими возможностями. Мне иногда, знаете, кажется, что 31 августа у всех родителей двоякое такое настроение. Кто-то со слезами дома сидит, смотрит в окошечко, может быть, он никогда его ребенок не пойдет. Но когда вот такие акции проводятся, воодушевленное должно быть у них настроение, чтобы они видели, что не они одни дома. Есть такие же детки, плохо говорящие, плохо слышащие, плохо ходящие, возможно, но они должны посещать школу. Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья работает не так давно. Сегодня его подопечными являются около 50 детей со всех районов Абхазии. Большинство из них пойдут в обычные общеобразовательные учреждения, сядут за парты с обычными школьниками. И чтобы процесс адаптации прошел успешно, их необходимо поддерживать и готовить к такой жизни. Пусть это будет общеобразовательная обычная школа, пусть это будет вспомогательная, но дети должны выходить со своих 4 стен. Мама должна видеть, что она не одна, что таких мам много. И мы вот в нашем центре стараемся таким деткам помочь. У нас, я считаю, что на должном уровне уже реабилитация, физическая реабилитация, педагогическая, социальная реабилитация у нас проходит. Компания «Мобайл» в преддверии Дня знаний решила организовать праздник для особых детей. Двухчасовое шоу аниматоров заворожило ребят. Веселая музыка, мыльные пузыри, различные конкурсы. И, конечно же, самое главное – вручение подарков. Ортопедические ранцы и канцелярские принадлежности обрадовали и детей, и их родителей. К сожалению, на праздник попали не все ребята. Многим трудно добираться из районов, но подарки обязательно их дождутся. Для нас было очень важно не просто подарить какой-то подарок этим детям, какую-то школьную принадлежность. Для нас было важно устроить им такой небольшой праздник, чтобы они почувствовали вот эту теплоту, чтобы они почувствовали любовь к школе. Это очень важно. В этом центре педагоги прививают им с самого начала. Большая часть этих детей пойдут в школу, в обычную школу, им придется общаться со своими сверстниками. И вот эта адаптация, она очень важна. Для нас это очень ценно. Для нас это вообще, наверное, самая главная задача, которую мы перед собой ставим. Чтобы эти дети чувствовали себя реально полноценными в нашем обществе. Но и дети тщательно готовились к мероприятию. Для гостей звучали стихотворения. Родине своей всегда верны, из-за нее страдать. Святая доля, здесь ждут защитников страны, а главного Артема Владислава. Тимофею 10 лет. Диагноз – детский церебральный паралич. Сегодня его глаза наполнены радостью. А значит, праздник удался. Мне понравилась музыка. Тебе весело сегодня? Да. Представляю всех детей, всех сентября. Мама Тимофея не отчаивается и старается сделать жизнь ребенка разнообразнее. Это помогает сыну интегрироваться в общество, поднимает его настроение. А улыбка ребенка – вдохновение для любой матери, говорит Екатерина. Праздники нашим детям очень нужны, конечно. Они очень любят всякие мероприятия, потому что не так много и не так часто проводится и уделяется времени нашим детям. А они, как и все дети, в принципе, любят праздник. Особенный ребенок не должен чувствовать свою особенность. Он должен знать, что он полноправный член общества. И самое главное – дать почувствовать это не только детям, но и их родителям. Сима Аргун, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.